Откуда вы берете идеи, чтобы продвигать? И от клиента мне личные сообщения приходят. Что вы выбрали бы? Там определенная сумма. У всех, наверное, бывает такая боль. Просто, показала видеозапись от камеры. Она не ожидала от этого. Откуда вам пришла идея, что открыть свой салон, студию красоты? Вот, и сейчас я об этой теме рассказать тоже не могу. Попала я в ДТП. Что такое потерять 19 лет отца? Саламатсызбы, Фейри подкаст YouTube каналына қош келдіңіздер. Мен атым Нұржігіт, Фейри проф компаниясының жетекшісі боламын. Бүгін біздің қонағымыз Апал, Жорабаева студиясының жетекшісі. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Қош келдіңіз. Вот. Өзіңіз жөнінде таныстырып кетесіз бе? Саламатсызбы, мен атым Апал. Я руководитель студии Жорабаева. В этой направлении я с 2020 года, уже в 5 лет, с 2019 года, скажем так. Вот, работала также в салоне сама, а руковожу с 2022 года. Так, нахожусь в Москве уже 10 лет. Сейчас у вас студия по наращиванию ресниц или есть какие-то еще услуги? У нас моноуслуга, это наращивание ресниц, и брови, ламинирование ресниц, и все. Там 3-4 направления. А сколько у вас сейчас сотрудников, или вы сами на себя работаете? Нет, я также руководитель, получается, да, не работаю, я работала ранее. Сотрудники сейчас, да, у меня в штатах админ, 2 их, и 4 мастера, и 2 стажера. То есть вы сказали, что не работаете, а чем вы занимаетесь тогда сейчас, в данное время? Я, продвигаю студию, да, в стороны маркетинга, то есть там, не знаю, рекламирую. Сейчас у вас больше времени, и вы занимаетесь больше продвижением своего салона красоты. Да. А вот про маркетинг. Вы где-то сейчас обучение проходите, или вы сами, откуда вы берете идеи, чтобы продвигать? Читаю где-то, узнаю у своих знакомых, да, есть знакомые девочки, у кого есть салон красоты в Москве, у них, но я купила обучение только про маркетинг недавно, начнется только в августе. А так, своим путем как-то рекламирую, бартер с блогерами, да, опять же, карты, 2GIS, Яндекс, там продвигаю. Больше всего этого, что вы прочислили, что именно вам больше помогает? Блогеры? Инстаграм. Да, это красивый контент, красивые работы. Основная часть клиентской базы — это Инстаграм, и сарафан. Самое главное — это вести Инстаграм хорошо, качественно, и чтобы сарафан радио, чтобы да, работало. я вкладываюсь туда большинство. Тут есть отдельный рилсмейкер, SMM-специалист, который занимается этим. Рилсмейкер снимает, он приходит с готовыми сценариями, получается. SMM ведет Инстаграм, и все. Там контакты, Инстаграм, мы везде в соцсетях, где могли бы это ТикТок, Ютуб, контакты, Инстаграм. Большая часть, получается, Инстаграм. Акцент идет туда. А откуда вам пришла идея, что открыть свой салон, студию красоты? Я достаточно давно в Москве. Работала в общепите, получается, и в 28 лет я отучилась на ресницы, у подруги, и потом, хотела свой салон, попробовать в этой направлении, потому что все-таки я уже столько времени своего потеряла, работала на кого-то, и хотела попробовать, пришла в 29 лет. Вы говорите, на кого-то работали, это сейчас, в данное время, в вашей жизни, предпринимательской жизни, что вы выбрали бы? Продолжать свое дело предпринимательское или работать на кого-то? Просто когда ты занимаешься предпринимательской деятельностью, и у тебя, получается, риски больше, ответственности больше. И, как говорится, у предпринимателя нет никакого графика определенного, да, который ты должен прийти на работу в 8 часов, и там в 8 часов домой пойдешь. У вас сейчас, я так понимаю, что времени на себя нету. Что вы выбрали бы? Вернувшись назад, с начала которого вы начинали обучаться на ресниц, на кого-то работать или лучше студию? Смотрите, опять же, тут от человека зависит упорство, да, если ты упорный упорный человек, то, конечно, второй вариант. А на кого-то пойти работать, это там определенная сумма, то есть вы не можете подняться по финансам, да, по цифрам, то есть у вас есть стабильность, условно. Вы работаете, там 2-2 зарабатываете до 100 тысяч, и все. То есть и дальше больше никак.
потому что, ну, как бы там люди больше... есть разные, которые любят стабильность и не хотят рисковать. То есть это от человека зависит, вы хотите сказать? Ну да, я же тоже в стабильности жила какое-то время, ну, как бы, да, раньше в общепите, когда работала. Потому что, ну, я не буду скрывать, во-первых, то, что я кредит закрывала, маме помогала, семье помогала, потому что у меня отец умер в 19 лет. Вот нужно было как-то помочь. Вот. И стабильность, ну, как бы никогда не кидала меня, потому что очень сильно боялась. Если я уйду оттуда, то ничего не заработаю. Вот. И когда я уже помогла, все уже время прошло, мама сказала, типа, давай сама, начинай что-то. Вот. И перешла в эту сферу. Нужно было двигаться как-нибудь. То есть мотивацию вам дала мама, родитель, мама, получается, что вам вот это все дело начать? Мама дала, у меня еще подруга была, вот Поддержала. она тоже в этой направлении работает. Она очень долгое время хотела, чтобы я побыстрее туда ушла, но подсказала вообще и предлагала обучаться у нее. Вот. Но опять же страх, стабильность не кидала меня. Она в сколько, 25 вроде бы, да, тогда предлагала, давай, переходи, 15-16 год, мне кажется, вот. А я тогда еще работала в общепите в ресторане, но не смогла, потому что мне нужна была ежемесячная сумма, которую должна была домой отправить, вот. Поэтому я долгое время тянула этот момент. Вот сейчас вы сказали, работают сотрудники. Да. Мастера по наращиванию ресниц. Да. У всех, наверное, бывает такая боль. Есть у тебя работник, который, ну, уже давно работаешь с ними, ну, представим, да, и она тоже хочет свою студию открыть. Как вы на это смотрели бы? Поддержали бы или, ну, понимаете, когда у тебя работает человек стабильный, который всегда, но она к тебе один день приходит, Павел, я хочу свою работу открыть. Дело, студию открыть. Вы как поддержали? Потому что вы когда-то были на месте ее. Смотрите, разные ситуации бывают, да. Меня ни раз человек не кидал в это направление, да, уходили с клиентской базой. Вот если человек с нуля приходила, я обучала, повышала, и она отработала свое время, я понимаю, что любой человек, который приходит на работу, если у нее есть желание развиваться, почему бы нет, потому что я тоже такая же была. То есть у меня было время год. То есть в течение года я должна была узнать, посмотреть, это мое, не мое, и далее в это направлении развиваться, то есть уйти, да, открыть свое. Конечно, я с кушетки, с кабинета все начинала, вот. А если у меня будет такой сотрудник, да, есть они и есть сейчас на данный момент, у меня девочки такие работают, вот, я не откажусь, конечно, у меня есть отдельное, то есть я это не афиширую. Консультация, да, как вести, как открыть салон, что нужно делать для первоначально, оцифровывать, где найти сотрудников и так далее. То есть есть такое направление, у меня чуть-чуть курс мини. Круто. Вот, это личная типа консультация. Естественно, это не будет возле меня где-то, да, студия подальше по расположению, мне кажется, чтобы чуть подальше было, но в любом случае без дебарго аргин рысхсабар, все. Да, вот это, поэтому да, согласен с вами. Я не против. Если человек честный, да, вот про девочек, если скажу, если есть у них желание, честность, уважение, и главное, чтобы сказали правду в лицо и все. То есть я люблю честных людей. И, конечно, я буду поддержать. Поддержу, конечно, в любое направление. Вот. Ваш вот однодневный день как проходит? Потому что, как я знаю, что вы не спите. Откуда я это узнал? Мне менеджеры говорят, что вы бывает, что 3 часа ночи пишите заказы нам Феррипроф, поэтому мне интересно, когда вы успеваете отдохнуть и как вообще в целом, как вот, расскажите, пожалуйста, как проходит ваш день? Я пишу ночью, я не помню. Наверное, да, я так, знаете, утром люблю поспать, но опять же, ночью у меня всякие идеи в голову приходят. Ночью я, когда домой приезжаю, мне нужно мне нужно это, есть заказы. То есть это, ну, как бы этими заказами занимается админ. Когда ее нет, я заменяю ее. Ну, в любом случае приходится, да. Что первая, что вторая. Но иногда я заменяю. Если что там, какие-то срочные заказы, возможно, я пишу, но не помню, что я ночью писала. Раньше, наверное, писала, да, когда я одна работала мастером. Вот. А на самом деле, чем я занимаюсь? Утром встаю, когда танцую, нет. Утром встаю, чтобы много не спала, я иду в зал через день. Это стабильность в 8 утра. То есть я в 7 встаю, завтракаю и иду в зал. Потом прихожу, искупаюсь, либо там
подготовлюсь, накрашусь. Не накрашенная я не прихожу на работу, не собранная не прихожу на работу, не знаю. Все равно ты руководитель, ты не можешь в домашнем просто пойти, ты либо пучок собрала, не можешь уйти. Вот иду на работу, работаю. Ну, как я работаю? Я прихожу, в компе сижу, что-то делаю, там, что-то снимаю, да, опять самостоятельно проверяю, что и как девочки работают. Обычно у нас всегда один стажёр работает, как говорится, в запас. Да? В случае всего, кто-то рожает, кто улетает, нам нужен мастер. Я проверяю. Ну, в принципе, это рабочие моменты, и все. Чем занимаюсь еще? Иду с девочками, какие-то мероприятия, какие бизнес-тренинги, там, бизнес-завтраки бывают, с ними встречаюсь тоже. Кстати, вот о здоровье. Так как мы знаем, что мастеров работа — это сидячая работа, и они, тем более девочки, должны следить за своим здоровьем. И что вы посоветовали бы, какие, чтобы держать себя в форме и быть всегда на тонусе? Какой спорт вы вот? Я еще на растяжку хожу в зале же, да? Я советую девочкам не работать, не выгорать так-то. Я пример скажу вам. У меня есть мастера, вот, они молодые, они еще учатся, они еще работают. И работают 5-2-6-1. Это я их не заставляю, конечно, это их желание, да, то, что они хотят побольше заработать и побольше работать. График у нас с 10 до 10 стабильно, но в 9 я отпускаю, в 9 я с ним гуляю. Вот летом в Москве очень хорошо. Либо мы идем все на растяжку, либо мы идем какой-то в вокал, да, чтобы у них какое-то в жизни изменение было, то есть что-то видели. Для них все то, что мы куда-то идем, это первый раз. Все девочки молодые, 18, 19, 20 лет, вот. Раньше, как я же пахала сама с утра до вечера, не успевала ни в зал, не гулять. Раньше как-то из этого начинали все. Я советую девочкам распределить свой график, то есть, да, не каждый день работать. Что им нравится? Я не знаю, кто-то танцевать любит. То есть тайм-менеджмент, чтобы проявили себя, да? Вот, на здоровье именно вот зал, растяжка, это самое то. Это вашим коллегам, может, хотите посоветовать, которые занимаются? Да, именно мастерам, которые работают. Здоровье важнее, самое главное, я так думаю. Что про сотрудников вот мы заговорили. Скажите, пожалуйста, у вас какие были интересные моменты и какие моменты были очень плохие? Когда я только начинала именно расширяться в направлении, когда я же с мастером работала сама, именно переехала на Новослободскую, там наняла 2-3 сначала, да, и я не понимала вначале, как с ними работать, как с ними разговаривать. Все равно ты сидишь рядом, ресницы наращиваешь наравне, да, условно. Вот. И я часто улетаю. Каждые 3 месяца я в Кыргызстане, либо куда-то улетаю. Я была в Турции в последний момент. Это было 22-й год, либо 22-й год, да, зимою. Я улетела туда, спокойно работаю, пролетаю. И от клиента мне личные сообщения приходят, типа: а ты знаешь, что твои девочки там раздают свои контакты? Это у нас запрещено. То есть у нас есть рекламит, которая нельзя фотографировать, нельзя давать контактные номера, Инстаграм, да, это прямая подача контактов, потому что бывали разные ситуации. Я к этому на тот момент очень мягко относилась, да, это так сверху рекламит проводила на собрании, но когда брала на работу, у них бумажка была, они читали все полностью, все забыли об этом. Прихожу, девочка, которая работала почти в неделю, 3-1, да, условно, в день 4 клиента. Посчитайте, там сколько клиентов в месяц. Забрала клиентскую базу. Естественно, я очень боролась очень долгое время привлечь этих клиентов к себе через сервис. Да, сама звонила, сама ходила, почему и так, но многие остались, многие вернулись, молча вернулись, причем клиенты, я же ничего не могу сказать об этом. А девочка, я буду открыто говорить, это мой первый опыт, я к ней очень хорошо относилась, да, человечность, опять же, нет у людей, у многих, и честности нет, просто врала условно, да. Там, если ты доказываешь через камеру, показываешь, все равно человек делает то, что он хочет. Поэтому на тот момент вот предали, условно говоря. Только одна была.
единственный опыт у меня. После этого, естественно, пожестче стало ко всем. То есть какой-то вы из этого ситуации взяли для себя опыт, и уже опыт, сейчас что вы делаете, чтобы такой ситуации не было? Строгость, опять же, мягкость пропала на тот момент уже все. Раньше такая, ну ладно, вечер что. Вот, прощала, я говорю, первое предупреждение, да, это было второе предупреждение, третье предупреждение, это уже, ничего. По регламенту человека уволила, она встала, в шоке была, я просто показала видеозапись от камеры, она не ожидала от этого. Там многие ситуации были, я все разложила, показала, она плакала, я говорю, что мне делать, чтобы ты, я еще обняла, хорошо попрощалась, выплатила зарплату, которую, нужно было, и все обняла, отправила, человек просто плакал, и все вышло, естественно, ты ко всем, в любом случае ты говно, если ты хорошо отнеслась, если плохо отнеслась, ты говно, поэтому... Такие ситуации бывали, это только один случай. Не буду каркать. Вот. И все после этого, слава богу, все хорошо. А из хороших? Из хороших сказать, это не знаю, хорошие нет. Все девочки у меня замуж уходят, как я беру на работу, и рожают, в декрет уходят, и все на постоянной основе. Хорошие еще, что можно сказать, не знаю. То, что вам запомнился из ваших коллег, которые вы вместе работали, то есть подарки, может, вам дарили какие-то там слова или какие-то ситуации были у вас? Подарки мы дарим, знаете, на каждый день рождения. Я делаю очень часто сюрпризы девочкам. Вот. И от этого, мне кажется, когда они радуются, и мне радостно на душе, такое, знаете, эмоции какие-то, да, то, что... И у них желание, появляется работать, и благодарность, мне кажется, работает. Вот. Ситуацию расскажу. У меня день рождения, я прилетаю с отпуска, вот, и... Девочка, которая только устроилась, я вижу, что она прям поднимается, да, поэтапно, мастер, премиум, топ. И вот в этот момент я сижу на диванчике, собеседование было как раз в этот момент, она подходит. Я хотела с вами поговорить. Она, наверное, увидит этот подкаст. Я хотела с вами поговорить. Я говорю, хорошо. Говорит, Павел, вот у меня мама сказала, чтобы я уволилась с работы, я никак не могу, как вам сказать об этом, я переживаю, вот столько меня обучили с нуля, столько поднимали, говорит, я еще хорошо зарабатываю, да, по сути, ежемесячно, за 2 недели она 60-70 зарабатывает, вот, и сидит такая грустная, естественно, в этот момент у меня буря, да, внутри, кого найти вместо нее, я ее еле обучила, столько времени, да, отрабатывала она еще на моделях. Малое время, в любом случае, у нее было вот это упорство, чтобы у нее месяц, я должна в этот месяц подняться до такого-то уровня. То есть у нее цели были такие мини, но и быстрые. Вот. И, конечно, я в ней видела себя когда-то. И этот момент она такая, я ухожу, вот, я хочу отработать 2 недели. И мама сказала, что, помоги мне, у мамы магазин есть у нее, вот. Лучше помоги мне, чем нежели кому-то, да. И она такая сидит грустная, я уже поверила, я уже чуть ли там сидела, не нервничала. И в этот момент выходят все девочки из студии, я на диванчике сидела с компом. Выходят все девочки и такая, happy birthday, говорит, я тут реву. Она говорит, это была шутка, пранк. Я говорю, вот человека расстроили и поздравили. Вот это самое такое хорошее. Что вам запомнилось? Да, запомнилась ситуация. Понятно. Есть хорошая поговорка, Москва слезам не верит, да? То есть мы все когда-то вот сюда приезжали. Да. Какие трудности были? Вот, который вам запомнился тоже. Я 10 лет, да, уже больше 10 лет в Москве. То есть я часто прилетаю, улетаю, где мама, там я там была. Вот. И, не знаю, трудностей было очень много, потому что я в 19 лет прилетела сюда работать. Вот. Вам было 19 лет, да? Да, в 19 лет в ресторан устроилась, получается. Там, кем я не работала? Официанткой, хостес, там, не знаю, чайным мастером чаи заваривала, админом работала, на кассе работала, то есть там и тут, вот. Так как я
разговаривала, наверное, на русском, большинство вроде бы устраивалось очень легко. Если даже у меня с документами были проблемы, я всегда говорила, я сделала там за 300 рублей разрешение, там, помните, разрешение на работу было, за 300 рублей разрешение на работу сделала, типа, возьмете на работу. Я так прямо и говорила правду, потому что в случае проверки, если будет, ну, как бы, это будет и мне, и им. Трудности, естественно, бывают разные, если вспоминать, их очень, наверное, много. А вот из всех перечисленных работах, что вам именно понравилось, кроме ресниц? Где вы работали? Знаете, в общепите, в ресторане я с пацанами работала всегда. Не было там девочек. Хостесы, да, нас были девочки, остальные все пацаны работали. И там, естественно, тебя все уважали, хаяли, подарки дарили. Ты приходишь на работу, никакой вот там нету обсуждений, разговоры. В общем, там было интересно и легко работать. Но я когда перешла в эту сферу, было мне очень тяжело, потому что одни девушки, дамы, женщины очень тяжелые, я вам скажу. Я когда начала работать с клиентами, вот, особенно когда и сотрудницы появились, да, на тот момент, и мне было тяжело. Я скажу, и там было хорошо, но так как я в ресторанном бизнесе не видела себя, у брата был там в Кыргызстане, да, караоке-бар. Но я никогда не видела себя там. Но мне нравилась и стабильность, зарплата тут хорошая была. Я работала там очень долгое время. Вот. А то, что сравнивать то, что нравится, естественно, то, что нравится, это красота. Больше направление сюда, поэтому и перешла сюда. Студия Джурубаева, которая сейчас работает, первое вложение и капитал вы сколько вложили, а капитал откуда вы дошли? Кто-то помог? Сама, конечно, никто не помогает. Собирали я работала, деньги, да, в салоне, получается, на Маяковке. Вот, благодарна этим людям, потому что когда я устраивалась, я им говорила, это мои ровесники, да, ребята были. Я говорю, Костя, я хочу год отработать, типа после, как отработаю, уйду, я хочу открыть свое. Вот, мы изначально с ними разговаривали, я ровно год без выходных работала 2-2. Он говорил, 2-2 будешь, работать, строго? Я говорю, да, без выходных. Я говорю, я еще кабинет буду снимать, только, говорю, не в центре, а на юге. Он такой, хорошо. А ты не будешь уставать? Я говорю, нет. Естественно, я уставала, но если даже я болела сильно, но я выходила на работу. Я пичкала ночью себе лекарства, пила лекарства, и утром как огурчик на работу ходила. То есть первое вложение, какая сумма у вас была для открытия? Первое вложение, смотрите, я там работала за 2 недели, зарабатывала 40 тысяч минимум, да, получается. И то, что я там зарабатывала, вкладывалась сюда. У меня кабинет стоил на тот момент 40 тысяч, получается. Аренда? Да, аренда. Кабинет на 2 кушетки. И вот то, что я там зарабатывала, сюда вкладывала. То, что там зарабатывала, сюда вкладывала. Потому что я, домой отправляла так маме, да, частично. Потому что уже, достаточно помогла. Мама тоже, на себя все много не отправляй, поэтому я уже вкладывала сюда. То, что тут забираю, вкладывала туда, материалы тоже там. И итоге не посчитали, да, сколько денег? Нет, у меня не было такой суммы, то, что там 200-300 тысяч, нет. То есть конечно, 150 тысяч были у меня. Сразу откладывали, да. Получается. То есть сейчас, которые вас смотрят, будущие ваши коллеги или уже когда на кого-то работают, они задумаются, а сколько денег надо открыть студию? Сразу квадрат побольше нужно открыть, 100, 200 квадратов, или начинать с малого? Что вы посоветовали бы? Ой, тут уже разные ситуации, смотрите. Кто-то хочет сразу салон открыть, да, кто-то хочет просто кабинет открыть. А что вы посоветовали бы? Если этот предприниматель, который не понимает в этой направлении что и как, естественно, салон покупать или открыть с нуля, или готовый бизнес покупать вот так. А если взять мастеров, которые будут смотреть, которые смотрят меня сейчас, которые работают на кого-то, либо у них есть уже клиентская база, то они, естественно, поэтапно, да, кабинет снимать, либо кушетку снимать, клиентскую базу набрать, условно, там ты 2-2 работаешь, в 4 клиента. А как они могут набрать, если извините, да, они работают на кого-то и там запрещают давать контакты, как они будут набирать? Я же работала, я то есть не заранее брала договариваться, контакт. да, устроиться туда, где тебя согласны. Смотрите, есть салоны красоты, которые вообще, на это не смотрят. Есть студия направления именно по наращиванию ресниц, условно,
условно, если взять. Опять же, вы же не идете в соседнем доме, не снимете в аренду, а вы снимете в другом месте. Ну, нужно открыто говорить об этом, не скрывать. В любом случае, вот так напишите на Яндексе, вы высвечиваетесь везде. Вот поэтому нужно говорить заранее. Рекламу сделали, раньше, помните, таргет было. Да. Вы в любом случае выходите у них в Инстаграме. И тот руководитель, который будет смотреть то, что в любом случае я проверяю своих девочек, да, у них есть там своя страничка, либо же набиваете, везде выходит. То есть номер набиваете в ТикТоке, в Инстаграме, там же выходит полностью информация о человеке. А зачем врать? Нужно просто говорить, я вот так хочу работать, и хочу снять в аренду, и хочу определенное время отработать и уйти. Вот. То есть, нужно разговаривать с человеком, они уже тоже поймут. Если вам сейчас придет мастер по наращиванию ресниц, скажет: Апал, я вот у вас буду год работать, потом я уйду, соберу сейчас, скажем так, клиентов, что вы на это ответите? Я спрошу, я говорю, а где вы хотите открыть? А где вы найдете клиентов? Какие у вас, Нет, она вам прямо скажет: я буду год работать, как ваша история. Я буду год у вас работать, я буду давать свои контакты вашим клиентам. И нет, естественно, нет. Как я могу? Да, работай, забирай мою клиентскую базу. Естественно, нет. Я когда там говорила, где я работала сама, я просто сказала, клиентскую базу буду собирать с нуля я сама, так как это была Беляева, то есть метро, и Маяковка, это, два разные места, да, местоположения. Вот, а они вроде бы все нормально согласились. Конечно, они пугались, боялись, после каждого клиента там все равно камера, записывает, но не полностью, вот. Когда со мной девочки работали, они раздавали контакты, я видела, они увольняли, то есть, зачем чужой хлеб трогать, они же не спроста их, находят клиентов, я их прекрасно понимаю, откуда эти клиенты приходят. Так как я в ресторане работала, это то же самое, обслуживание, да, сфера обслуживания, и там, и тут, то есть, поэтому, не знаю, врать человеку, не могу. Исходя из этого ваших слов, я хочу, кто нас сейчас смотрит, хочу сказать, что видите, что предпринимательская работа, вообще вести свой бизнес, это очень тяжелый. Там есть очень много нюансов. Сейчас думают, наверное, ваши коллеги: Апал просто сидит и зарабатывает деньги. Нет, это не так. Это очень сложно. Там есть очень много нюансов, которые ты должен или должна там это учитывать. Поэтому прежде чем что-то делать, надо очень много раз задуматься и делать. Давайте поговорим о Fairy Prof. Как вы нас нашли, что вас устраивает, или какие у вас предложения? Вы с нами уже больше 6 лет? 5, мне кажется. Просто я помню, что мы с вами переписывались, когда я только свое дело начинал, потом уже менеджерами, и я когда узнал, До карантина, да. И когда я узнал, что наша гость будет Апал, я очень был рад этой встрече. Честно говоря, мы с вами первый раз встречаемся, но мы переписывались, но увиделись, да, первый раз, поэтому еще раз хочу благодарить вам, что вы с нами остаетесь, и скажите, пожалуйста, нашим клиентам, кто нас смотрит, что... Fairy Prof, я не знаю, где я вас нашла, не помню, не помню, наверное, где-то в отметках увидела или... Не помню как, но я достаточно давно заказываю у вас. Я, мне кажется, когда кабинет начала снимать, сама работала на тот момент, тогда я начала заказывать. Fairy Prof — этот магазин, тот, который, когда тебе срочно что-то нужно, быстро доставляют, неважно, там один день забываешь про оплату, да, а второй день забываешь, люди ответственные работают, то есть если какие-то косяки со стороны магазина, они сразу, закрывают этот момент. Все устраивает, да, и хорошие скидки есть, кстати. Да, ценовая категория. Когда я раньше работала мастером, я покупала самые дорогие ресницы, которые, я же тогда работала сама, то есть клиентам говорила, так и сейчас, покупаем похожие ресницы, да, аналоги. И Enigma уже дорогой был. Только-только переходим на другие ресницы у вас.
Вот. Потому что по себестоимости Enigma очень дорого обходится на одного клиента. Сейчас вы на каких ресницах работаете? Сейчас, кстати, девочки перешли на рилли. Я им сказала, сами, поработайте, посмотрите по практике, что удобно. И вот они выбрали рилли. Из материалов для наращивания ресниц, что вы выбираете? Качество или цену? То есть Nagaraku, есть другие бренды, которые Nagaraku, извините. Nagaraku, конечно, Алмаз очень долгое время меня пихал, условно предлагал, продавал. Но этот ресницы, знаете, ценовая категория, естественно, она такой хороший, но для наших клиентов, так как у нас цены не дешевые, в центре находимся все-таки, но и качество чуть-чуть, не знаю, для нас не подходит. Вот. Конечно, качество. Волокно, да? Да. Я немножко расскажу вам, что мы недавно были в Китае. Нас позвали в гости основатель компании Nagaraku, и мы были на заводе, и сейчас они все меняют, и волокно меняет. То есть это не реклама, так как мы являемся мультибрендовым магазином, и мы не можем сказать, что это хорошее или это плохое. То есть у каждого ресницы, у каждого бренда есть свои клиенты. Мы можем подсказать. По цене там, это, получается, это очень хороший старт для стартаперов, которые начинают свое дело на Nagaraku. То есть, потому что когда ты свое дело только начинаешь наращивать, тебе нужно собрать портфолио. И туда тебе по 500 рублей там начинаешь делать. И, мне кажется, это самый подход, который только начинающий. Это не реклама, это не подумать, что это реклама, это как бы то, что я видел. Мы были очень многих, лично я знаком очень многими основателями компаний всех брендов, которые мы сейчас продаем. Единственная компания, которой мы со всеми общаемся, дружим, мы были в Омске, Лимата, они у нас были. В прошлом году мы встречали Nagaraku, позвали себе гости. То есть один из тех компаний, которые начали с ними не просто по телефону заказывать и общаться, а уже дружить с ними. И в прошлом году наша компания по финансовой части мы потратили где-то 2 миллиона, чтобы их всех встретить. Там мы по очереди всех встречали. Nagaraku, Limat, Lovely, Enigma. Что я хочу сказать? Чтобы ты должен, если ты хочешь с ними начать работать на другом уровне, нужно пойти на другие шаги уже. Это с ними дружить, общаться, знакомиться, чтобы понимать. И мы тогда очень много всего узнали про всех брендов. Что, как, и скоро мы еще будем в компании Lovely. Это так подробно, что у нас какие планы. Желаю вам, чтобы всегда было все хорошо, но когда приходят какие-то трудности, к кому вы обращаетесь в первую очередь? Не знаю, глобально какие-то сложные ситуации, окей, то это родные мои. Да, у меня сестра тут тоже с мужем живут. И если глобально что-то ситуация происходит, допустим, да, попала я в ДТП, я не могу же это решать. Я звоню своим. А если о работе, конечно, я сама все решаю. Я там поною, поплачу, делать. Так все это очень круто, когда уже, будучи, скажем так, женского пола, и начинаю сама решать, это тоже очень прям круто. Мы все были дети, молодости, да, мечтали о чем-то. Допустим, я мечтал стать космонавтом, да? Вы что мечтали? Кем вы хотели бы стать? Я очень любила математику, знаете. Если по профессию. Естественно, все юристы, бухгалтеры, финансисты были. Также я в направлении финансов ушла. То есть училась, поступила, но так как жизнь так у нас в жизни сложилась, то что отец умер у нас в 19 лет, пришлось, все собрать заочно и приехать сюда на заработок. То есть кем вы хотели стать? Финансист, экономист, да. На тот больше денег, где больше денег. Я потому что любила цифры. Последнее люблю, конечно, эти цифры. И вообще люблю цифры в целом. И в Олимпиаду ходила по математике. Наверное, из-за этого я финансы выбрала. А у вас сейчас какое образование? Я не закончила. Не закончила? Да, не закончила по одной ситуации, случаю. Да, давайте поговорим про родителей, да, начале нашего подкаста в отце
рассказали, как это у нас артыгайлы болсун, кыргызча айтканда. Что такое потерять 19 лет вот отца, девочкам, вот, да, что вы почувствовали на этот момент? Терять, так сверху скажу, сложно. Вот, и сейчас об этой теме рассказать тоже не могу. Я, так как ближе к папе была, да, с детства, там, я могла в клуб пойти в школьные времена, сказать, я иду в клуб, у меня старший брат, у меня братьев много, все там ходили, ревновали, вот, и я ему могла сказать, я иду в клуб сегодня в 5 вечера, можно ли? Я вот прямиком к папе ходила, потому что я с ним больше общалась, мы с ним больше ходили, вот, и он разрешал. И я больше нарды с ним играла, все не понимают, почему я нарды играю, да, вроде бы девушка, вот, шахматы, нарды, и больше в случае еще мы смотрели сериалы всякие русские, вот, он не разрешал. У кого есть сейчас отец, который сейчас нас смотрит, что вы посоветуете, может быть? Будьте ближе вообще не к отцу, к маме тоже общайтесь. Родителям, да? Цените моменты сейчас, на данный момент. Радуйте родителей. Вообще родителей, родных, всех близких. Они всегда с вами, всегда рядом. В случае всего, что-то если с вами произойдет. Вот я свою руку сломала, я повредила позвоночник в Москве, очень, месяц лежала. Да, всегда у меня родные мама, родные, близкие, все. Кроме них никого нет. Очень понимаю, что сейчас вам эту тему поднимать сложно, но что вы сказали бы в 2 словах, если перед отцом сейчас, что вы хотели бы? Так как я сюда прилетела в Москву на первое время, да, на 3 месяца на лечение, у меня рука сломанная, получается, вот, после 18 лет, в школьные времена и руку сломала, вот он меня провожал сюда, и когда я прилетела, его уже не было, то есть я не видела похороны и так далее, а для меня он все равно как в Кыргызстане, да, как находится, вот, я его не видела на тот момент. А в 2 словах, что могу сказать? Скучаю, люблю. Пал, скажите, пожалуйста, вот в таких, у всех работа, предпринимательской деятельности, в компаниях один ты не справишься, и нужна команда. Как вы их собираете, как вы их отбираете и как вы с ними работаете? Так, да, это прям тема такая. Смотрите, когда я команду набираю, они проходят этапное собеседование. Сначала анкетирование, потом я созваниваюсь, либо администратор созванивается. Да, уже по звонку понимаешь, какой человек и что он ответственно относит. Даже анкетирование, если опытные мастера с короной, они вообще не заполняют анкету. Поэтому мне не нужны такие люди, которые не ответственны уже, да, изначально. Потом я созваниваюсь, дальше приглашаю на практическую часть, получается, и потом уже устное собеседование идет. Они вот прям этапное собеседование проходят. Пока они проходят, я уже понимаю, какой человек. То есть на собеседовании уже понятно, какие-то вопросы задаю им. Вот, такие банальные вопросы, вот. И по практической части я не смотрю на сертификаты, да, которые когда-либо получали они. Я не смотрю на них опыт, да, кто-то пишет 7 лет опыта, но у них такой ежемесячный опыт, да, по практике, поэтому я не смотрю ни на опыт, ни на сертификаты, именно практические части, когда они приходят, показывают, вот. И далее уже я с ними договариваюсь, разговариваю по поводу там оплаты и так далее, чего она стоит, условно, да. Вот, этапное собеседование проходит, я набираю так и далее. Опять же, если стандарты наша команда, если пару дней они же работают в любом случае, не нравится, то мы с человеком просто прощаемся. Мы говорим, вы поработаете у нас, мы посмотрим на вас, и вы посмотрите на нас, потому что не все люди разговорчивые, не все люди такие контактируют с людьми, а мне не нужны люди, которые с отдельной жизнью живут. То есть мне нужна командная работа. Люди, которые... Не то, что открытые, если даже закрытая, командная работа. Вот один тому не успевает, второй помогает, третий не успевает, четвертый помогает. То есть нету такого, что ты пришла,
с 10 до 10 поработала и ушла. Нет, Ни с кем не поговорить, ничего нет, да? Лишь бы заработать деньги, типа на ляпсап сделала, ушла. Нет, такого не бывает. Я могу в любой момент прийти к топовым Больше мастерам. семейная команда вы любите собирать, у меня чтобы такое дружное, теплое, мне кажется, вот в этой направлении. Я могу в любой момент прийти именно к топ-мастерам и проверить работу. Неожиданно, да, потому что качество, опять же, мне важно. Вот, не количество клиентов, которые именно качество, чтобы клиент возвращался. Я смотрю на возвращаемость клиентов, да, и, естественно, какой мастер в этом направлении хорошо, а кто нет. Ну, с ним уже отдельно сесть и поработать. Ежемесячно у нас этот собрание идет. В начале месяца у нас планирование общего бюджета. Я никогда свой бюджет не скрываю от девочек, да, от других, естественно, но от девочек не скрываю. Ежемесячное планирование идет условно куда на собрание, деньги, да. Нет, какой план? Условно, там, мастер такая-то, такая-то, с графиком 6.1, средний чек у тебя там 3000, в день 4 клиента, в неделю ты должна столько сделать, в месяц должна там условно 300 тысяч закрыть. За это ты получаешь условно там 5000 премию. Закрываешь, все. Но каждые 3 дня админ отправляет им выручки, кто сколько закрыл. Вот. А также другие мастера, да, и совокупности, когда вот эти мастера все закрывают, естественно, у админа ты закрыла ежемесячный план, который я поставила, то и админ получает. То есть тут нету один работает, второй не работает, третий работает. Такого нет. То есть каждому помогает. То есть админ старается записывать, а они стараются продать, то есть друг другу, да, к брейвисту, клэшмейкеру, клейммейкеру, так. И не хотелось бы, чтобы там одна пришла, там, корону не снимая, я хочу так-сяк, но я таких сразу на собеседование не беру. Условно, они даже не приходят, когда я созваниваюсь, либо же анкетирование не проходит в этой направлении. У меня прям тщательный набор сотрудников идет. Я очень удивлен. Какие у вас, как вы их мотивируете, вашу команду? Смотрите, тут еще не рассказала, если, допустим, мастера на собрании уже. Каждый месяц, я же говорю, собрание делаем. И это собрание, раньше я на завтраке покупала и сидели на работе. А сейчас я делаю, где-то мы сидим, часик мы там, сначала их кормлю, чтобы они такие хорошо информацию приняли, а потом уже свои там цифры выкладываю, какие. Сначала я плохое говорю, да, потом хорошее, но если плохое именно с мастером, я при всех об этом не говорю. Вот у тебя такая-то, такая-то проблема, тебе нужно так-то, так-то, да. Если это обобщенно, так на собрании могу говорить. Если у нее отдельные какие-то минусы, которые, ей будет обидно, но я с человеком отдельно разговариваю. А только то хорошее, на собрании все говорю, что кто там успевает, кто лучший сотрудник этого месяца, который ни разу не опоздал, раньше приходит, никаких жалоб, никаких переделок, да, всех, лучший сотрудник, либо же кто закрывает план, премию получает. Вот. Я, когда беру на работу, я всегда спрашиваю, что вы хотите, для чего вам эта работа, что вы хотите от этой работы получить. В основном начинающие мастера же приходят, да, большинство опытных, выборочно все приходят. Все хотят заработать. Естественно, они хотят заработать. А второй момент, на что? Помочь маме, закрыть учебу, не знаю, купить машину, купить квартиру, да. Они же должны знать, для чего они работают. Вот. Сначала я у них спрашиваю. Вот. И я им, конечно, вот это не раскладываю всем, я им говорю, пишите свои цели, хотелки, да, вот это ближайшие, и глобальные, но и минимальные вот эти цели. Вот они пишут, допустим, хочу пойти там поесть, хочу я купить iPhone, я хочу быть топ-мастером такого-то, такого-то времени, да, промежуток. Вот. И над этим мы работаем. То есть человек, когда видит свои галочки в заметках, я всегда делаю, я всегда, на собрании или не собрании, просто сижу, говорю, ну-ка, открой свои эти цели, да, цели, которые... что там, он говорит, я туда сходила, это сделала, я то купила, я iPhone купила, я наушник купила, я там маме отправила, то есть это получается отдельно от заработка. То есть вы правильно направляете уже, куда вкладывать деньги, да, и обучаете, когда... Да, то есть, это психологическая мотивация, да,
идет иногда, то есть я с каждым разговариваю отдельно, да, у одной там живот болит, у другой там какие-то проблемы с мужем, с детьми, тут ты как эта мать Тереза сидишь и разговариваешь. Знакомая тема Да. просто, да. Поэтому мотивация — это самое то у меня, вот именно план. И, естественно, какие-то праздники, у нас корпоративы бывают, день рождения, мы там пока с человеком разговариваем на работе по сей день, ты же знаешь, что она хочет. И мы дарим то, что она хочет. То, что она не делала, допустим, то, что она хочет, желаем поехать там, не знаю, пойти на концерт кого-то там, не знаю, покататься где-то, да, вот разные хотелки бывают. И, конечно, это эмоция, им нравится, вот, и мотивация у нее всегда есть. Последний раз что вы дарили? Недавно золото. Это ее Все первое девушки, золото наверное, было, любят цеп, золото. память от нас была. Второе, помолвка была, это вещи для семейных, она улетела, вот свадьба у нее. Я же говорю, кто хочет замуж выйти, приходите, устраивайтесь кто на работу. Вот. Полностью обеспечу. Да, потом у одной, она очень хотела кератиновое выпрямление, ей дарили такое. Концерт 8 марта я им дарила молодежный, хотя я, не очень слушаю это, но я и с ним ходила, потому что все-таки ответственный человек. Вот. Все молодые, 18, 19, 20 лет, им все, что вот новое, им такое все равно эмоцию приводит. Кто мастером сейчас работает и нас смотрят, приходите все в опал, кто хочет золото получить. В целом нет, если серьезно говорить, очень крутой человек сегодня у нас в гостях, и посоветую, приходите на собеседование. Конечно, если пройдете, потому что там очень много этапов, я знаю, что... Поэтому ждем всех. Опал Джурубаева, студия называется, поэтому приходите. Да, пишите везде, я выйду. Да, то есть у вас вот сотрудники есть, и надо их обеспечить работой. Это уже вторая часть этого работы, потому что ты набираешь команду, но при этом ты должна еще обеспечивать. Как вы ищете, как вы держите клиентов, это уже отдельное, вот так скажем, да? Да, в этой бьюти-направлении есть два. Не решающих, а именно два проблемы всегда. Это такое колесо. Это мастер, сотрудник, либо это клиенты. Мастер набираешь, клиентов нет. Клиентов набираешь, мастеров нет. То есть это круговорот всегда идет. Вот. Насчет клиентов, что могу сказать? Трафики разные, да, это соцсети. Сколько соцсетей у нас есть? Инстаграм, Телеграм, Контакты, Ютуб, ТикТок. Мы везде. Где вообще нас нигде нет, да. Но мы везде. Как вы успеваете? В основном из них что-то быстрее направляется, то есть быстрее работает. И еще эти карты Яндекс, 2GIS, да, у нас 5 звезд, там мы иногда спускаемся, иногда поднимаемся. Вот, там рекламы вроде бы я дала, но пока откликов нет, ладно, ничего. Вот, еще вторая часть — это клиентская база наша. Допустим, клиентка приходит, мы делали разные направления. Допустим, клиент приходит, вы им говорите, назовите 3 подруг, номер телефона, имя, контакта, мы от вас хотим там сертификат подарить вашей подруге, маме, сестре и так далее. Вот мы набираем, не все давали, они давали, мы отправляли им в онлайн-формате эти сертификаты подарочные, красивые, эстетичные, чтобы они у нас попробовали на первый визит 500 рублей. Также есть у нас сертификаты, флайеры, у меня был промотор, мы раздавали, промоутером я была сама. Вот, иногда, когда девочки, почему я набираю команду, которая всегда на все согласна, да, бывают те моменты, когда у тебя клиентов нет, то есть, у тебя свободное время, мы в торговом центре находимся, на главный вход, я пишу заявку, то, что у нас будет сотрудница там раздавать внутри торгового центра, вот они ходят и раздают. Они красиво одеваются, красиво накрашенные, все подходят, и даже мужчинам дают, подарите там девушке, маме, сестре и так далее в торговом центре на первом этаже. Вот, на метро их я не гоняю, именно в торговом центре. Потому что торговый центр — это тот место, где постоянно приходит целевая аудитория, если не твоя, в любом случае, там люди приходят покушать. Там соседи, да, бизнес-центры и так далее есть. Вот, поэтому в торговом центре они раздают этот трафик, да. Трафиков очень много, откуда брать клиентов.
партнерство. Иду там на растяжку, на танцы, на вокал и так далее. Куда я сама хожу, там обслуживаюсь. То же самое. Сначала один раз попробовала, второй раз уйду. Конечно, я разговариваю с человеком, ты же все равно человек. Я такая-то, такая-то, руководитель студии. Я хотела бы вам подарить подарочный сертификат. И с вас просто, как бы подарок вашим клиентам. То есть, да, клиенты, которые приходит им, они просто вот от нашего партнера вам сертификат подарочный, да, внутри что-то кладем, подарочки такие с ленточкой, вот, и они дарят. Ну, это плюс, ну, как бы это бесплатно, вот, и я им говорю, а если это администратор этой, ну, как бы студии, да, вокала или там растяжки, танцы и так далее, я ее ежемесячно приглашаю на брови ресницы бесплатно, чтобы она улыбалась, ходила и предлагала, рекламировала. Это второй момент. Третий момент, в торговом центре есть огромная камера, знаете, да? Вот, конечно, там видео второй раз надо переснять. Я сейчас, кстати, видеограф еще. Вот, там там каждые 2-3 минуты повторяет ваше видео, реклама, условно, вот там. Есть огромный фудкорт, это китайский торговый центр, там разные кухни, я с каждым иду, то есть я покупаю у них еду, сначала знакомлюсь. Естественно, якобы я с руководителями знакомлюсь, не с админами, не с поварами. Вот я с ними договариваюсь, оставляю там тоже флаеры, да, чтобы они приходили, раздавали. Но обязательно, если админ девушка, я их приглашаю к студию, делаю им бесплатную процедуру, и чтобы она там улыбчиво, не бесплатно раздавала, а что-то раздавала, чтобы, ну, как бы клиенты к нам приходили, вот я делаю там, условно, можете прийти и так далее. Вот в соседнем, то есть в кабинете находится. Далее блогеры. Допустим, мне очень многие пишут, можно ли на бартер, да, я говорю, приходите, сделаем, все, неважно, я их на хочу... На подписчика на это не смотрите? Смотрю на просмотры, статистику отправляют, все равно, как бы, эти просмотры, эти статистики можно за деньги сделать, поэтому я никак не доверяю. Вот, я писала сама 2-3 девочкам, но у них сумма 50, 70, 100, 150 такая, ну, пока я лучше на рилсмейкера 70 отдам, ну, как бы пусть продвигает, чем нежели отдать на бартер. Пока я, ну, не готова, не вижу смысла. Какие еще трафики есть? Внутри базы тоже постоянно работаем. Тех, которых потеряшек, почему, к чему мы с админом сидим, созваниваемся постоянно. Многие не любят на звонок отвечать, да, у нас есть бот, который отправляет, да, который админ ничем не занимается, бедный подтверждает, записывает. То есть, если какие-то трудные вопросы, конечно, админ подключается. Взять трафик клиентов очень много, со всех сторон. Я так понял, что вы все инструменты, которые вообще есть, все пользуетесь и да, с ними все работаете. есть. Я просто стараюсь как-то двигаться и там, и там. Вам спасибо большое еще раз, что вы пришли, нашли время. Желаю вам самое главное здоровья. Спасибо, что вы с нами. Очень благодарна нашей команде. Можно сказать, вы первый гость из Москвы, который нам мы вас позвали. Это так мило. Вот. Поэтому спасибо вам большое еще раз. Да, и вам процветания в работе. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.